театр, наверное, был и будет всегда с нами, без нас, с кем угодно. Формы будут меняться, жанровый поиск будет, конечно, происходить постоянно, но никогда не умрет. Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение. Своеобразным ответом на эту реплику из старого советского фильма является каждый спектакль, поставленный на любой из театральных сцен мира. Таланты и поклонники собираются в храме Мельпомены, чтобы в споре найти истину, чтобы понять о жизни что-то важное, чтобы посмотреть друг другу в глаза. Иногда интонацией можно сказать больше, да, или каким-нибудь молчаливым взглядом можно сказать гораздо больше, чем просто написать текст. Когда идет общение с глазу на глаз, мы все-таки понимаем, что мы живые люди, мы ищем какой-то компромисс, даже если мы не согласны в чем-то с вами, в диалоге. И тем не менее, эффект прямого общения, он все-таки дает другую форму отношений. Театр, наверное, в этом и интересен тем, что там живые люди все-таки. На протяжении всей творческой жизни главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Рашид Загидуллин обращается к опыту и знаниям, переданным ему его педагогами. Проучившись год в Казанском театральном училище на курсе мастеров старой школы Качаловского Петра Маслова и Сергея Иванова, будущий актер Загидуллин ушел в армию. По возвращении попал на курс Юноны Каревой и Вадима Кешнера. Я считаю, что очень многому изначально я научился, наверное, у них. И более того, Юнона Ильична Карева, наверное, заронила в меня первые вот эти вот ростки желания стать режиссером, потому что она настолько подробно делала анализ пьес, в которых мы играли потом свои роли, что мне стало интересным это настолько, что я решил поменять профессию. Для смены профессий использовалось Высшее театральное училище имени Щукина в Москве, режиссерское отделение, курс Евгения Рубеновича Симонова. Вахтанговская школа всегда следовала главному тезису, сформулированному в виде триады «Время, автор, коллектив». Нужно очень точно знать и слышать время, в котором ты существуешь, очень тонко и точно обращаться с автором, которого ты выбираешь. Этот автор должен соответствовать тому времени, в котором ты существуешь, он должен быть ему созвучен. Ну и, соответственно, коллектив, который мог бы осилить этого автора. Если вот эти три слагаемых складываются, соответственно, у тебя получится хороший спектакль. И я как-то, проверив на своей вот практике, понимаю, что да, действительно, это замечательная формула, которая работает. Современное, по словам режиссера, клиповое время, шекспировский «Гамлет» в переводе на Ки-Санбета и молодые актеры театра прекрасно уложились в формулу «Время, автор, коллектив». Получился спектакль «Гамлет. Сцены», знаменовавший в 2013 году 20-летие творческой деятельности Рашида Загидуллина в Тинчуринском театре. Дворцовые интриги на расстоянии вытянутой руки. Предательство и любовь могут случиться с каждым. Гамлета в постановке Рашида Загидуллина высоко оценил Алексей Барташевич, театровед, историк театра, специалист по творчеству Уильяма Шекспира, приезжавший в апреле в Казань на юбилей Шекспира. Также замечательно в эту формулу когда-то уложилось начало 21 века, пьеса Горького «На дне», написанная в начале века 20-го, и золотой состав театра драмы и комедии. Это же уникальная пьеса, это уникальный материал, где идет диспут, спор философов. Да, они живут, там ругаются, пьянствуют, но там нигде, ни в одном кусочке этой пьесы не написано о том, что у них скандалы идут из-за куска хлеба. Это не нищие люди. Да, они скатились на это дно, каждый по-своему, но они не нищие. То есть я так смотрю, тут же они пекут эти пирожки, тут же они их несут на рынок, тут же продают. У них одна проблема
Где найти деньги, чтобы похмелиться с утра? Вот одна единственная проблема. Когда эта проблема решена, дальше начинается философский диспут. То есть это клуб по интересам такой. И причем они ставят очень интересные вопросы, ответы на которые, наверное, невозможно найти до сегодняшнего дня. Они все время находятся в поиске. Все. Каждый по-своему, но каждый занимается поиском. Это то, что вот по поводу современной режиссуры, современного театра, все занимаются поиском. У каждого своя методология, у каждого свои предложения, свой выход из создавшейся ситуации. Но насколько он правильный, никто не знает. Ну и слава Богу, должно быть такое многообразие мнений именно в творчестве. И нельзя говорить о том, что если кто-то что-то предлагает, это заведомо плохо. Может быть и нет. Тема и идея. С ними обычно разбираются авторы драматурги. Форма и содержание. Здесь поле деятельности для режиссера-постановщика. Форма, в которой режиссер Загидуллин выстраивает свои спектакли, всегда подчинена содержанию. О чем и для чего? Главные вопросы режиссера. Одни люди копают поверхностно, да, ищут формы, форму ради формы, да, а кто-то ищет глубже, когда все-таки идет поиск смысла. И мне кажется, те, которые занимаются поиском смысла, они больше на правильном пути, нежели те, которые занимаются просто голым поиском формы. Когда найдется смысл, тогда найдется форма. У нас, опять же, Евгений Рубенович Симонов учил, говорит, в театре все уже давным-давно изобретено древними греками. Все до нас. Возьмите у них, найдите то место в вашем спектакле, куда это можно всунуть, и это будет самым современным. Главная задача любого мастера – оставить учеников. Еще одна грань личности – учитель. Профессор кафедры театрального творчества Казанского государственного университета культуры и искусств, педагог Загидуллин учит молодые таланты быть настоящими профессионалами. И хорошими людьми, конечно. Мы общаемся сразу по-взрослому. Я им сразу говорю о том, что они пришли не учиться, а пришли работать. То есть вопрос школы, он стоит очень жестко. Ребята, вы выбрали профессию, вы учитесь на профессию. Это не школа, где вам ставят оценки, и вы за эти оценки. Здесь оценки вам будет ставить зритель, которому вы будете скучны, и он просто будет вставать и уходить из зрительного зала. Как творческие личности я могу только помочь им раскрыться. Но сам процесс раскрытия, это происходит даже не в стенах театрального заведения, это происходит в театре. 18 ноября главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии Рашид Загидуллин отметил 50-летний юбилей. Наши поздравления и пожелания долгой творческой жизни. Есть принятие решения и его реализация. Ну и все. И в театре так же должно быть. Да и по жизни, наверное, так же должно быть. А если начинают там искать я, вот, то не могу. Не можешь, не делай. Ну это как бы и кредо по жизни. Делаешь, не бойся, боишься, не делай.